Как предали чеченского героя Абрека Зелимхана. Чеченцы помнят и знают о жизни и борьбе за справедливость народного героя Зелимхана Гушмазукаева, Карачоевского. Знают также причины, а это трагические обстоятельства, незаслуженное обвинение в убийстве и последующее заключение в тюрьму, которые вынудили Зелимхана стать абреком. Обращаясь к депутатам Государственной Думы в январе 1909 году, он прямо пишет: «Для меня было бы большим нравственным удовлетворением, если бы народные представители знали, что я не родился абреком, не родились ими также мой отец, брат и другие товарищи». 24 мая 1901 года вследствие ложных обвинений Зелимхан и его родственники были осуждены на 3,5 года в исправительные арестантские отделения и сослан в Велецкую защиту. Летом 1901 года был возвращен в город Грозный для пересмотра судебного решения, после чего заключен в Грозненскую тюрьму. Этим же летом он совершил побег и стал активным участником обреческого движения. Действуя в одиночку или небольшими группами, они мстили царизму за себя, своих родственников и свой народ. Убивали царских чиновников, грабили банки, казенные учреждения и богатых жителей. Отобранные деньги и ценности абреки распределяли среди бедных крестьян. Зелимхан великодушно относился к горской бедноте, невзирая на национальность и вероисповедание обездоленного. Причем таким он оказывал всяческое содействие, покровительствовал и защищал их. Объектом же своей мести Зелимхан всегда выбирал офицеров и представителей власти, которые проявляли необузданную прыть в угнетении народа. В качестве примера, в октябре 1905 года в отместку за 17 расстрелянных царскими войсками на Грозненском базаре мирных жителей он расстрелял такое же количество пассажиров-офицеров из остановленного им поезда. Всякий раз, появляясь там, где его не ждали, Зелимхан никогда не действовал из-под-тишка. Всегда предупреждал противника о своем скором визите, делом убеждал врагов, что он хозяин своего слова. К примеру, одним из самых громких дел Зелимхана было нападение в 1910 году на город Кизляр. Переодевшись казаками, его отряд ограбил Кизлярский банк. Следует отметить, что, как отмечают исторические документы, Зелимхан заблаговременно предупредил власти о предстоящем нападении и сообщил месте и времени планируемой операции. Это было прямым оскорблением власти и демонстрацией его полного бессилия. Против него были брошены отряды регулярной армии. В селах, которые укрывали абреков, проводились жестокие зачистки. Начались преследования родственников Зелимхана. Были убиты его брат и отец. Арестованы его жена и дети. За голову легендарного абрека царское правительство назначило крупное вознаграждение, а впоследствии сумма была увеличена. Но ничто не смогло сломить Зелимхана, и он продолжал свою борьбу. На поимку Гушмазукаева на протяжении ряда лет отправлялись многочисленные экспедиции. Целый ряд чеченских аулов был обложен большими штрафами за укрывательство абрека. Несколько селений пострадало от карательных экспедиций, но никто из крестьян Зелимхана не выдавал. Только лишь в 1913 году нашелся предатель, который сообщил властям о его местонахождении. 21 сентября 1913 года отряд под командованием поручика Георгия Кибирова, считавшего Зелимхана своим кровником, напал на след абрека. Зелимхан был окружен царскими войсками около села Шали, и в результате продолжительного и кровопролитного боя тяжелобольной Зелимхан Гушмазукаев был убит. А теперь о том, как был предан чеченский герой Зелимхан Гушмазукаев. Зелимхан был приглашен его другом Эльмарзом в его дом, вблизь села Шали. Он пошел к нему, он верил ему. Придя в его дом, через некоторое время во дворе вдруг залаяла собака. Абрек насторожился и попросил хозяина узнать, что потревожило собаку. Эльмарза послал жену. Та вернулась и сообщила, что на улице все спокойно. Через некоторое время собака залаяла вновь. Теперь она уже захлебывалась от ярости.
рычала и снова принималась злобно лаять. Тогда во двор вышел Эльмарза и долго не возвращался. Жена Эльмарза выскочила во двор, но тут же вернулась бледная, с трясущимися руками и задыхаясь, прошептала: «Дом окружили солдаты». Схватив винтовку, Зелимхан стремительно выскочил в сени. И сразу совсем рядом, за его спиной прогремел выстрел. Неестественно, откинувшись назад, Абрек слегка покачнулся, но тут же выпрямился и, почти не целясь, послал пулю на чердак и еще 4 на улицу. В ту же минуту дождь, собиравшийся весь день, полил как из ведра. Сверкнула молния, осветив цепь солдат, сомкнувшуюся вокруг Абрека. «О Аллах, само небо покровительствует мне», – подумал Зелимхан, стреляя туда, где успел заметить офицера. Опять со всех сторон загремели выстрелы. Но едва кто-нибудь из солдат пытался приблизиться к заветному стогу, невидимый Абрек вскидывал винтовку, и очередной русский солдат падал на землю. Через некоторое время воцарилась напряженная тишина. Только из дома Эльмарзы доносились женский плач и причитания. Это плакала жена Эльмарзы. Пуля, посланная Зелимханом на чердак, поразила предателя в сердце. Бой длился часами. Зелимхан получил множество ранений, кровь текла из его ран так, что он походил на какой-то красный призрак. И все же Зелимхан вставал во весь рост и, громко читая Ясин, пошел навстречу подползавшим к нему солдатам. Еще выстрел, и Зелимхан рухнул на свою винтовку. Оборвались слова Ясина. Но еще долго никто из солдат и офицеров не решался подойти к нему, на всякий случай всаживая десятки пуль в мертвое тело Абрека. Потому что и мертвый он казался своим врагам живым. Позже на теле Абрека насчитали 32 раны. Так, после героической гибели Абрека Зелимхана, его тело было доставлено на площадь в Шали, выставлено на обозрение народу и на потребу фотографам. Сохранились уникальные фотографии тех лет, облетевшие тогда весь мир. Большая группа солдат и офицеров, участвовавших в поимке Зелимхана, победителями стоят вокруг тела этого человека-легенды. Солдаты и офицеры считали для себя большой честью сфотографироваться рядом с телом Зелимхана. Убийцы выставили перед телом Зелимхана также его семью, жену и его детей.